Продолжаем цикл встреч с участниками проекта по новеллам Михаила Лакерба. Сегодня у нас в гостях участник проекта Инар Нормания. Инар, я очень рада видеть тебя сегодня здесь. Мы с тобой не так давно встречались, и поводом для нашей встречи твоя работа в игровом кино. То есть это маленькое кино, но это кино. Ты вот эти 1,5 года работал над сценарием или ты занимался еще чем-то? Что-то я делал, да, я просто не помню, что я делал. Скажи, пожалуйста, в 2 словах буквально, как ты попал в этот проект? Позвонили ребята, которые, значит, у которых была такая идея. Ты еще был... Я как раз сдавал, по-моему, диплом. Вот потом уже приехал, мы здесь начали думать, работать и так далее. Потом это все зависло. Ты сразу согласился? Нет, ты не сразу согласился. Я не сразу согласился. Почему? Потому что я еще не знал, что это, как. Я потом приехал, когда мы уже с ребятами встретился. У тебя еще не было сценария? Был, но он был первая версия моего сценария еще, как только мы собирались, начинали все это делать. Потом, когда я уже понял, что действительно, да, все будет, значит, процесс запущен, я взял этот сценарий, начал его еще дорабатывать, еще. То есть довольно в короткий срок ты смог его довести до окончательной формы, которую мы увидели в виде фильма. По большому счету, как бы оно само к тебе пришло. Тебя пригласили, ты не прилагал таких особых усилий, было финансирование, была реальная возможность снимать кино. Тебя не испугало то, что это экранизация? У вас была такая методика, вам не давали много снимать во время учебы. Не было ли каких-то опасений по этому поводу? Не пугает меня формат экранизации. Да, формат экранизации, абсолютно верно ты говоришь. Не пугает. Сама наша профессия, она нас как бы обязывает говорить о том, что болит. Да? Почему мы идем в эту профессию? Потому что это есть та форма, в которой мы можем максимально реализовать жизненные потребности, да? Духовные жизненные потребности. Насколько вот этот материал был созвучен тому, что ты хочешь как личность, как человек, как Инар, вот ты лично? Созвучности не было, признаюсь честно, никакой вообще, потому что это нормально. Ты должен сделать так, чтобы сценарий, который, значит, выходит из произведения, с которым ты работаешь, вот сценарий, чтобы уже соответствовал тебе. Я твою работу смотрела. Та форма, в которой я ее видела, позволяет мне делать какие-то выводы. Да? Самое интересное, что ты настолько сейчас противоречишь себе, тому, который сделал эту работу, потому что, потому что в этой работе я увидела очень, очень какие-то личные вещи. Так это хорошо, я же сценарий сначала написал. Был Лакерба, я написал сценарий по Лакерба. Ты смог взять материал, как ты сказал, в котором ничто тебе не было близко, ничто тебя не волновало и не трогало. И ты смог найти себя в этом, сделать работу, которая вытащила какие-то очень искренние твои личные вещи. Исходя из этой литературы, которая есть, вот эта данность, нужно понимать, что ты делаешь абсолютно авторское произведение, что ты делаешь кино, по сути. Лакерба не писал, не снимал фильм, он писатель. Ты сказал мне, что тебя в новеллах Лакерба за живое, тебя лично Инара ничего не трогало. Не противоречу, в новеллах, вот в этой конкретной новелле, да. А в сценарии, который я написал, исходя из этой новеллы, я, конечно, пытался, значит, написать о каких-то вещах, которые мне интересны, которые я бы хотел. Так для тебя сценарий и новелла это разные вещи? Конечно, абсолютно. Абсолютно. Почитайте сценарий, значит,
Но зритель, он же не читает сценарий. Он может почитать произведение литературы, а потом может посмотреть фильм. То есть, просто сценарий это другое произведение в принципе. И это, мне кажется, это должно быть так. Потому что нельзя экранизовать литературу. Можно а как быть с духом автора? С духом автора? Ну вот никак не быть с духом автора. Надо быть со своим духом, прежде всего, в этом сценарии, а не с духом автора. Ну, замечательно. Что, золотые вот слова. Тарковский по Стругацким снимал «Сталкер». Что там, где там Стругацкий? Я ни в коем случае не сравниваю себя с Тарковским. Просто говорю о принципе. Где там Стругацкий? Где там Станислав Лем, за исключением какой-то формы? Я сделал предысторию какую-то. Да. Вот есть событие исходное у Лакарба. И я, значит, описал то, что было немножечко до. И как вот все эти персонажи вернулись к этому событию. Что-то ты понял в процессе работы? Какое должно быть кинопроизводство сегодня? Сейчас происходит смешение экранных форм. Техника телевизионная, кинотехника и формы кино. Вот все перемешано. Я знаю, что с тобой работали в группе люди, которые вообще никогда не снимали кино. Это разные вещи. На телевидении особая камера, в кино ты ставишь другие камеры. На телевизионной программе одни правила монтажа, в кино любые другие. Разные это вещи. Вот и все. Есть кино, есть телевидение. Ты говоришь о том, что на выходе. На выходе, да, кино это одно, дело, телевидение это другое. Есть какие-то, значит, эпизоды, когда тебе необходимо обращаться к телевизионщикам, чтобы брать какую-то технику, штатив, потому что это, ну, как-никак это переплетается между собой. Вот я об этом как-никак и говорю. Потому да, что... штатив есть и в кино. А камера? Камера есть. Какой камерой ты снимал? Нельзя сказать, что это телевизионная камера. Это не телевизионная Но она камера, и не это киношная. Но это она и не обычная киношная камера. По большому счету. Обычная камера, которую можно снимать и на телевидении, и в кино. Правильно? Да. А другое дело, как ты выстроишь свет, как ты будешь работать пластически и так далее. Вот об этом я тебя и спрашиваю. Ты уже легко, довольно обращаешься с вот этой обычной, не супер киношной камерой, да, и достигаешь киношных эффектов на выходе. Можно делать те же переходы там из цвета в черно-белое. И диапазон вот этого вот редактирования был меньше. То есть как только ты начинаешь слишком редактировать это все, у тебя появляется технический брак. И за счет того, что старая техника, не особо, значит, хорошая камера, поэтому это все делалось очень точечно. То есть условия были все равно очень сжатые у тебя. Ты даже не смог из изображения. Да. Я понимал, что они будут такие, поэтому мы не снимали, например, ночью, потому что ночью это отдельная техника, отдельный свет. Это нужно было. Нужны были, по идее, вот если бы размахнуться, размахнуться, то и нужны были ночные. Можно арендовать. Ты смог добиться, в общем-то, результата. Программа минимум-максимум есть же, да? Минимум как раз таки есть. Создать художественное произведение. Создать художественное произведение, да. Программу минимум все-таки выполнили. Хочется верить. Мне сложно посмотреть свежим взглядом на это. Вот я вам покажу, когда вот мы увидим сегодня, и мы посмотрим. Ну, я могу тебе уже сказать, что кино получилось. А как ты относишься к той мысли, что когда маленький бюджет и режиссер зажат вот в такие рамки, начинает лучше голова работать? Так и есть, когда у тебя меньше бюджет, ты понимаешь, что так, у нас здесь нужно сэкономить, значит, на этом. Не сэкономить на кадре, а сэкономить на каких-то других административных вещах. Понимаешь, у тебя там столько-то денег, ты понимаешь, что вот, значит, на эти деньги что мы можем? Мы можем то-то, то-то. Ты начинаешь думать, значит, соответствуя вот этой сумме, что ты, значит, как ты можешь выплыть из этого всего. И придумаешь какие-то ходы, какие-то решения и так далее. Возможно, на экране люди подумают, что это придумано так. Чтобы работала, скажем, творческая мысль, да? Отчасти, да.
какие-то вещи появлялись спонтанно. Нет, кстати, нет, спонтанно не появлялось ничего. Мы все заранее придумали. Но не было такого, что мы пришли на площадку, а вот давайте здесь вот так-то сделаем. Нет, ну это понятно, тем более у вас была эпохальная Заранее, картина. За Я день имею... до смены там думали, так, у нас, значит, нету такой-то, такой-то машины, значит, будем снимать вот с этой машины. Чтобы это выглядело так, нужно сделать то-то, то-то, то-то. Ну, в общем, какие-то, ну, технические, обычные производственные вещи. Вдруг какие-то образы не появлялись у тебя из-за того, что вот нет того, 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 а есть вот нечто, а можно же вот так вот, и вот там, не знаю, или ночью, там, или рано утром, вдруг тебя там что-то осенило. Да, что-то было, наверное. Я просто не помню. Ты не помнишь конкретно? Что? Ну, в любом случае, наверное, конечно, это нормально. В условиях ограниченного бюджета. В условиях... Но бюджета. Спасибо, ну да. То есть ты написал сам закадровый текст, которого не имеет отношения к Лакербо. Угу. Ты придумал историю там и так далее, и так далее, и так далее. На экране есть сцена из Лакербо. Другое дело, что я пишу там за кадром. Это уже отдельная работа. Почему я тебе все время задаю вопрос про телевизионную технику? Просто у тебя и группа-то была съемочная, это были не профессионалы. Это были профессионалы, огромные профессионалы кинематографии. Правда? Нет, ну понятное дело, что у некоторых нет образования. Я понимаю, что это звучит это, что не профессионал. Да, у меня нет там диплома, я не профессионал. По сути. Дело не в дипломе. Или там я не отучился, значит, я не профессионал. Люди, которые не снимали кино. Люди, Ты же снимал кино. Я снимал кино. Да, надо было, значит, так построить работу, чтобы вот эти люди, которые не снимали кино, сняли кино. Вот и все. То есть ты на своем личном опыте понял, что можно организовать вот таких творческих людей и сделать с ними настоящее кино. Я смотрела твою работу без озвучания. Вот этот вот текст, который ты мне наговаривал во время просмотра, это был какой-то пласт, который подчеркивал ту пластическую форму, которую я увидела, да, то есть основное это было кино. Все-таки можно снимать кино в Абхазии, если ты как режиссер берешь максимальную долю ответственности на себя, и это просто меня очень, очень сильно радует. Спасибо. Не нужны для этого большие студии, не нужны супер камеры, супер какие-то условия. Но это мое мнение. Я считаю, что кино получилось. Получилось кино в чистом виде. И у меня в связи с этим к тебе такой вопрос. Если бы тебе предложили еще раз на тех же условиях с аналогичной командой снимать кино, как бы ты к этому отнесся? Таким же Лакербо, условно говоря, что вот такое есть. Ну вот на аналогичных условиях, но может быть не Лакербо, может быть еще кто-то, кого ты плохо знаешь. Наверное, или... Да. Вдруг такое случится. Скорее всего, да, я бы согласился. Скорее всего, да. Я не стал бы пренебрегать возможностью снять маленькое кино. Это всегда возможность, всегда здорово. Скорее всего, да, я бы согласился. Я надеюсь на то, что такое предложение поступит. Вот. Я буду очень рада сама тебе предложить, если у меня будет такая возможность, снимать еще одно кино. Я желаю тебе новых проектов. Спасибо большое. С гораздо большими возможностями. Спасибо. Я хочу предложить нашим зрителям посмотреть трейлер.